Подводя итоги 2018-го, из уст первых лиц несколько раз звучит: этот год для сферы здравоохранения был определяющим. А все потому, что пришло время представить общественности результат пятилетней работы по исполнению майских указов президента. Задачи перед каждым регионом стояли сложные, и касались они не только главного показателя снижения смертности, но и технических моментов. И если в целом со своей основной задачей медики Коми справились, 3 из 5 показателей выполнены, то по информатизации отрасли наша республика пока не может похвастаться особыми достижениями. Это, конечно, сегодня наша с вами ответственность за то, что с 2012 года не завершены процессы информатизации здравоохранения. За то, что мы одни из последних регионов, которые вновь приступили к этой системе, а цифровой контур здравоохранения как новый национальный проект уже ставит новые задачи при нерешенных старых. И я обращаю внимание именно на то, как эта деятельность построена в Ухте, в Ухтинской больнице, и как именно здесь медицинский персонал принял и исполняет эту задачу. Я уверена, у вас будет возможность познакомиться. Мы ставим их сегодня в пример всем медицинским организациям. Так, пока не полностью успешно решаются вопросы по качественной маршрутизации и кадрам, отмечает Наталья Михальченкова. И добавляет, несмотря на положительные результаты, которые уже достигнуты, сегодня у властей есть понимание, что без высококвалифицированного медицинского персонала и его полноценного наличия республике в дальнейшем будет не просто решать все новые и новые задачи. Тем более в условиях серьезнейших изменений клинических рекомендаций и введения новых порядков оказания медпомощи. К сожалению, далеко не все сегодня готовы к таким внедрениям. И в этом плане на коллеги в пример снова приводят Ухту, а именно местную детскую поликлинику, где в конце прошлого года были внедрены бережливые технологии. В настоящее время она функционирует замечательно. Главный врач там очень грамотный человек, потому что мы знаем, что бережливое производство только тогда станет бережливым, когда будет работать так, как надо. Можно любые ресурсные вливания сделать, но если управление не научится работать так, как надо, не маршрутизирует потоки пациентов, не сформирует среду, которая необходима, то работа не получится. Такой опыт Минздрав намерен масштабировать по всей республике, а все для того, чтобы пациент как можно скорее, без лишних проволочек, попадал на прием к врачу. С этой же целью ведомство закупает и новые передвижные диагностические комплексы. Люди из глубинки также должны получать качественные медуслуги. И мини-поликлиники на базе КАМАЗов в этом плане оптимальный вариант. За один выезд бригада специалистов самого разного профиля способна провести обследование пациентов, взять анализы и сделать флюорографию. В целом мы достигаем тех результатов, которые для себя наметили. Это, конечно же, снижение смертности от основных причин, младенческой смертности. Но по Ухте это развитие всего центрального куста нашего ухтинского, это развитие санитарной авиации, оказание медицинской помощи экстренной тем пациентам, которые у нас располагаются на территории города Ухты и Ухтинского района и прилежащих территорий. К центральному кусту, где немало сельских поселений, особое внимание. Именно поэтому в этом году коллегию Минздрава было решено провести в Ухте. Этот город должен стать центром медпомощи для всех соседних районов. В связи с этим власти не оставляют идею и о строительстве в городе вертолетной площадки. Пока приостановлены работы по вертолетной площадке, но я думаю, что все-таки она построится, потому что у нас задача построить как можно больше пациентов, чтобы могли иметь возможность спасения жизни в случае экстремальной какой-то патологии, касающейся болезни системы кровообращения. Это такие заболевания, в лечении которых дорога каждая минута, и именно те, которые сегодня портят статистику. Из 5 показателей 2 в Коми выполнить пока не удается. Это смертность от болезней системы кровообращения и онкологии. Об этом министр здравоохранения на коллегии говорит открыто. Мы увидели так называемый второй русский крест, когда смертность превысила рождаемость. И вот это основной вызов, который делает не только отрасли, а вообще всему нашему обществу, всему существованию российского государства настоящая ситуация. Потому что данная картинка обусловлена рядом факторов, но основным по Республике Коми фактором, конечно, является снижение рождаемости. В связи с этим на первый план в новую пятилетку перед медиками выходит реализация не только нового профильного проекта здравоохранения, но и нацпроекта «Демография». Любовь Лапина, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.